Вон он появилась. Вторая избушка. Тулан встречает. Чё, здорово, Кырка? Леди Уйнишотчины. Снова мы пришли. Вон. Везде сышь, блин. Сыкун. Сыкун. Фу. Все нормально. Мы недавно, неделю назад здесь были. Фу. Чё вам здорово, Кырка? Леди Уйнишотчины. Все хорошо. Рябчика. Перо. Ну вот. Все отлично. Все отлично. Так. Фу. Как же здорово, что мы снова здесь. Раздеться. Вспотел. Пока светло, надо быстро-быстро все дела успеть. Посмотришь, не успеешь оглянуться и стемнеет. Вот так вот. Октябрь месяц. Снова мы здесь. Все отлично. Сегодня получается 8 октября. Сейчас 2 минуты перекур. И за вещами. Ну, как я буду таскать это, не буду уже снимать ничего. Самое главное, трубу почистить вот у печи. В прошлый раз почему-то открываю дверцы и дымело там. Она, труба забилась сажей. Я так думаю. А в остальном все нормально. Как оставляли избу. Никого не было. Все в порядке. Мыши на стол не лезли. Да и мышей вообще нету что-то. С одной стороны хорошо. С другой стороны я не знаю, от чего это все дохнет. Даже мыши в лесу. Фиг знает. Тропинка от избы к озеру. Тут у меня лодка, уже вещи. Пилу не взял. Я забыл про эти елки, которые я в прошлый раз показывал, что они свалились вообще. А пила у меня в этом осталась. Как же? В лодке. Он пока мне не нужен. А сейчас понадобилось бы. Сухое, блин. Рубить тоже не очень приятно. Блин. Да, наверное, лучше за пилой сходить. Потому что я заточил этот топор. А если я сейчас буду рубить эту сухую елку, я просто топор убью. Свежую заточку. Он не пригодится еще. Вот здесь буду ходить. В принципе, сучья обрубил. Ведром-то за водой в основном. Ну-ка, сейчас попробую. Что-то не хочется мне этот. Нормально. Полусухая. Тропинку сделаю себе. Топор маленький. Просто вот, скажем, на охоте бывает. Пригодится там где-то тропинку почистить, зачесы сделать. Или с ночевкой куда пойти. Легкий топор. Не для таких работ, конечно. Но справился.
Сухая елка. Все. Короче, думал, все-таки срубил. Вот здесь уже буду ходить потом за водой. Все вещи уже в избушке. Сумка большая. Как же он называется-то? Кимото. Очень, понравилась вот эта сумка, вообще жесть. Во. И этот рюкзак большой от подписчика. Что-то перебор большой, оказывается он. Я думал, маленький. Ладно, будем охотиться с ним. Дальше одно ведро и там еще второе ведро. Все, чуть позже распаковку, так что покажу, что там я привез. Ух, вот это да. Вот это приспособа. Здесь с отверстиями. Вот. Не знаю, видно, не видно вам. Вот так вот. Заточил тут. Как Т-образный. Потом уже его закручу на палку и вот так буду шуровать трубу. Вот. Эти концы будут сажу удалять с трубы. Надеюсь, не широкий. Ну да, самое то. Потому что там переход еще в трубе есть. Труба, наверное, забита. Вот. Сейчас попью кофе с молоком. Время летит капец как. Надо мне еще утеплить избушку, затопить печку, сварить что-нибудь. Наверное, суп сварю сегодня. Такой быстрый суп, как обычно. Утеплюсь, ну и все, день закончится так. Самое главное, мы сейчас уже в избушке. Будем ночевать в избушке. Это самое главное. Хорошо, что не подвела мотор. Не подвел лодочный мотор. Это я всегда на взводе, на нервах, когда я еду, я только бы мотор не подвел и все. А все остальное ерунда. Что вот эти заторы, понятное дело, трудно приходится, но все зависит от лодочного мотора. Даже желательно хоть маленький, хоть трехлошадиный или двухлошадиный, но запас мотор еще нужен. В такой реке пипец, вот это да. Каждый метр, удар за ударом. Но не каждый мотор выдержит. Вот Судзуки, конечно, для такой реки прям изготовлено. Вот, спасибо изобретателю, кто изобрел вот это. Сколько ударов и... Ладно, самое главное в избушке. Ништяк. Из гущи где-то вон там кричали. Между прочим, я прошлый раз, когда приходил, я говорил, здесь уже не останутся листья. Листья-то еще есть. Такие заморозки хорошие были, и листва еще как бы держится. Ну что, супер крыша наша. Что-то чуть-чуть скользковато.
Не знаю, палка достанет или нет. Ух ты. Действительно здесь смолы бьет. Жесть. Жесть как много. Да. Ой, хорошо отходит, ребят. Прям комки такие. Ой-ой-ой, сколько тут. Сразу сверху начну. Прям такие хлопья. Как? О, там вообще забито. Сейчас еще чисто будет. О, здесь у меня переход. Как бы 2 трубы стык. Ой-ой-ой. Я чувствую. Я не вижу, но чувствую, как они отходят. Сейчас, короче, я спущусь. Оттуда все уберу, потом поднимусь еще раз. Короче, там набилось все, капец. Главное, чтобы не скатиться отсюда. Это помощи тут не от кого ждать. Случись что, капец. Не помню, где фонарик у меня. Найти бы еще фонарик. А, вот он. Нашел быстро. Так. Еще набилось там, капец. Ну, вот видите. Вот. Сейчас покажу. О, как все это выглядит. Опа. Поэтому дым-то истопорило. Дым не мог идти. Сюда, вон туда. И горит это вообще бешено, как сильно горит. Там набилось. Ой, смотрите. Тут чистить надо трубу почаще. Первую избу тоже сделать надо. Дымочистку, блин. Трубочистку то есть. Ну то хрена еще. Там даже и... О, как упала вот эта наша чистка-то. Палка. Все. Сейчас уже легче будет. Сейчас еще по второму разу пробегусь. Смотрите. Фу. И все. Будет все хорошо. Хорошо, что я сделал вот это безделушку, блин. Так, пока тут закрою. Ладно, сейчас я еще поднимусь 2 раз, прочищу и уже буду затапливать. Bullshit sen. Bullshit. Jurat keimas. Oi. Pelan. Jurat keimas.
Видите, сейчас открыл, дым, можно сказать, не выходит. Да, вообще он не выходит. А прошлый раз я вот так дверь открывал, прям все наружу выходило. Так что диаметр трубы очень большую роль играет. На своей избушке печи буржуйку меньше 130 диаметр я не советую вам ставить. Просто вы замучаетесь. 130 самое то. Можно и даже 150. Зато поддувало вы будете регулировать. Меньше будет забивать. Ну, это мой совет. Дело ваше потом. Уверен, многим интересно узнать, что я взял с собой. Здесь у меня гаджеты. Маджеты. Все для съемки тут. Все. Ну и радио еще. Вообще не ловит ни хрена. Здесь от фотоловушек старые БУ батарейки тоже с фонариком буду использовать вместо освещения ночью, там, если придется встать. Также взял аккумулятор гелевый, тоже зарядил, не знаю, насколько он заряженный стал там. Вот. Газеты нужная вещь тоже в тайге. Здесь получается одежда у меня. Давайте освещение еще, если включить, где у меня маленький. Включил освещение, нам не нужен пока. Здесь у меня вообще сменное белье. Если буду мыться, я не знаю, долго ли я здесь буду вообще. Потому что знаю, что дичи, можно сказать, даже нету. Здесь носки. Халат — это костюм, как сказать, синтетический. Ну, на зимней охоте вы увидите. Если снег выпадет, чтобы на куртку одевать. На всякий пожарный тоже взял. Мало ли. Лук, чеснок. Ну, где-то 6 лука и 2 головки вот чеснока. Достаточно. Нож. Это тоже на охоту сразу надо, придется взять. Макароны. Пачковый суп. Семечки джин только в магазине продают сейчас. Что-то я больше не нашел ничего. Пачковый суп. Вот еще новый какой-то. АБВ какой-то, алфавит. 30 рублей, а вот это 35 рублей. Как сказать, обычная звездочка, которая. Ну, надеюсь, если не интересно, не смотрите, ребят. Зрители, которые кому не интересно вот такой формат. Сухари, это с чаем пить. Сразу на стол тоже подниму. Колбаса, масло, сливочное масло, вот такое. Пачка сливочное масло и колбаса на здоровье, вареная колбаса. Подушечные конфеты, здесь килограмм. Ну, люблю пить чай, прикуску там вместо сахара. Так, дальше хлебцы, легкие вообще, не чувствуется. Ну, может, с чаем тоже попью, просто лежит дома. Никто не ест. Взял с собой. Здесь пока пусть будет. Так, спички. Запас спичек взял. Обязательно. Картошка. Ну, где-то пол-ведра, наверное. Пол-ведра картошки. Дальше газ. Плита. Сыр плавленый, 5 штук, плавленый сыр. Барбарис, к сожалению, вчера в магазине не нашел.
Только в холодильнике вот лежало небольшое количество. Все, больше нету. Жалко, надо было больше взять. Для тулана консервы. Вон тулан подглядывает даже. Так, ну и консервы я еще до хрена консервы взял. Консервы. Вот. Взял еще 6 банок. 6 банок. Один сейчас уже сразу буду варить. Ну это... Ну, не знаю, сколько мы здесь будем. Пускай будет. Так. На улице тоже непонятная погода. Ну, пока здесь оставлю. Вот. Один рюкзак разгрузили. Здесь еще маленький термос у меня. А, молоко. Точно. Забыл про молоко. Вот. Кашу буду варить. По утрам, может. Ну, рисовую кашу там. Вон термос маленький, оказывается, здесь. Опа. Вон он. Старый мой термос. Верный друг. Так. Здесь еще для... Ну, вдруг с ночевкой куда пойду. Мало ли. Банку я еще взял. Пускай тоже будет. Пойду ли нет, там видно будет. Так, это рюкзак завтра нам пригодится уже. Здесь у меня аптечка. Тут бинт, вата, перчатки запасные. Вот это всегда в рюкзаке. Это как бы даже и лекарства надо, некоторые лекарства туда положить, чтобы все под рукой всегда было круглые сутки. Тайга, она есть тайга. Здесь только надеяться на себя надо. Все, больше ни на кого. Когда один ходишь, тут только сам за себя. Сейчас туланы сразу кашу буду варить. Так, картошку сюда. Здесь еще у меня много интересного. Сахарный песок. Килограмм взял. Здесь запас есть. Пускай тоже будет. Зубная паста. Зубная мыльно-рыльная тоже надо. Так, опарыш. Вряд ли пригодится. 10 яиц взял. 10 яиц. Запасные перчатки. Обязательно. Так, оптический прицел сразу подниму. Даже сейчас я немножко постреляю. Как бы пристрелять надо. Запасные батарейки на фотоловушке. Фотоловушки 3 штуки. 3 фотоловушки. Может, куда-то поставим. Так. Бич-пакет. Раздражитель хейтеров. Смотрите. Достали уже писать всякую хуйню, блядь. Так, здесь получается каша с гречкой, говядина с гречкой, гречка с сосиском по-царски. В общем, сухпаи вот такие от подписчика. Не знаю, куда, ребят, я столько, наверное, всяко не съем, но взял и взял. Фиг с ним. Так, это тоже, наверное, куда-нибудь прохладное место поставить. Здесь патроны. Интересно, ничего нету. Так, здесь по мелочи всяко разный хлам. Этот пакет тоже нужен. Здесь тоже, я и говорю, это разное. Еще макароны. Люблю я макароны. Есть. Смартфон. На смартфон обычно я снимаю фотографии. В телеграм-канале, там группа ВКонтакте, там фотографии выкладываю. Солнечная батарейка. Или что это, как называется. От подписчика тоже. Будем тестировать. Пробовать. Жарко стало уже в избушке. Тоже буду пробовать. Так.
Смотрите, как удобно, блин, хлеб. Сложил так четко. 6 буханок хлеба. 6 буханок примерно на 12 дней. Еще раз повторяю, не знаю, сколько я здесь буду, вообще не знаю. Но взял с запасом, чтобы по такой воде, обычно за свежим хлебом я спускаюсь по большой воде, а по такой реке не разгонишься. Вот. Второй нож еще. Вот такой якутский. Или подделка какая-то. Стальные бивни. Вот. Второй нож. Так. Патроны. Здесь какие-то конфеты еще непонятно. Ну, вроде все показал. Провизия, ну, думаю, даже на 2 недели точно хватит. Все взял. С запасом взял. Мало ли там день буду здесь или полмесяца буду. Я не знаю. Как надоест, я выеду и уеду. Ну вот сейчас целый день. Вот сегодня, считай, ехал. Ни одной рябчик не перелетел через речку. Вообще свиста никакого нету. Так что уже прогноз неутешительный. Не очень так хороший. Это все дело вынесу сейчас на улицу. И тулану надо кашу варить. В первую очередь. Хлеб в амбар вынесу. В общем, дел море. Пока хлеба дам ему. Тула. Чай. Потом уже кашу с тушенкой тебе приготовлю. Дальше обещают вообще жесткие морозы. Надеюсь, после мороза еще потеплеет. Блин, время так быстро летит, капец. Сейчас в первую очередь чай попью и буду утепляться. И по пути еще буду суп варить. Это 2 работы просто горит. Надо сделать. Ну, то ладно, ест. Отлично. Мусор сюда вынес. Здесь мешок был. Хорошо, что у меня саморезы и отвертка здесь была. Вот. Вот покажу. Куда я поставил эту палку. Выручалку. Вот. Здесь у меня удочка сперва раньше была. Вот она, приспособа. Вот. Ну и здесь оставил. Пусть будет всегда под рукой, под крышей. Там могу и, если зимой, там в январе приеду, не надо искать нигде. Вот там лежит тут, висит. Ладно, сейчас чай попью тоже чай попью. Здесь грею одеяло, все, матрасы вот это повесил повыше, чтобы ледяные, просто ледяные. Так вот греется под потолком, вообще жарко.